Благодарим партнеров проекта: Челябинвестбанк, сеть аптек «Классика», компанию IZ и мебельную фабрику Юнусов ИК. И сенмесес, который дослар. Хайрликын. До финала нашего проекта остается все меньше времени, поэтому и испытания становятся все сложнее и сложнее. На этот раз участник ждет сплав по реке и покорение горных вершин. И это не шутка, все очень серьезно. Зульфия, я думаю, что из нас двоих должен отправиться только один. Предлагаю решить это с помощью монеты. Если выпадет орел, в поход идешь ты. Если решка, то я иду собирать рюкзак. Ярар, мин риза. Хайрли Юл! Смотрите сегодня в программе. Участницы конкурса отправятся в настоящее путешествие. Неожиданная встреча в Сатке. И первые испытания стихией. На лицах нет ни страха, ни сомнений. Ранним утром татарочки отправляются навстречу приключениям. Компанию им составят постоянные члены нашего жюри. Девочки не знают, что эта поездка тоже конкурс, и, пожалуй, самый сложный. Путешествие станет настоящей проверкой на прочность, а жюри будет внимательно следить, как в экстремальных условиях проявится их характер. Я думаю, что как раз-таки в этих условиях проявятся их черты характера, потому что дома мы все знаем, как мы себя ведем, то есть какие мы хозяйки, да, как мы умеем вкусно готовить, как мы там вышиваем, поем, а вот природа, и ты один вместе с ней, насколько ты сможешь выдержать, насколько как бы ты сможешь не отступить назад. И самое главное, в этих условиях проявляются и коллективные качества, то есть человеческие качества. Первый пункт назначения – Саткинский район, один из самых красивых уголков Южного Урала. В Сатке побывали и Емельян Пугачев, и легендарный Салават Юлаев, и даже император Александр I. В середине 18 века знаменитый граф Строганов построил здесь чугуноплавильные и железноделательные заводы, так что город этот действительно уникальный. И здесь их ждал первый сюрприз. Итак, сегодня вместе с участницами конкурса «Татарочка-2014» мы поедем на самый настоящий сплав. Итак, впереди много эмоций, будет интересно. Оставайтесь с нами. Компанию участницам конкурса составят гости из Казани, участники группы «Казани Гитлере» и ведущий Руслан Шарафуддинов. Второй сюрприз – удивительное везение. Именно здесь, в Сатке, сейчас находится самая знаменитая картина Ивана Айвазовского «Девятый вал». И, конечно, участницы конкурса не упустили возможность увидеть шедевр своими глазами. Вот уж где мощь стихии проявляется в полной мере. Еще секунда, и волна обрушится на беспомощных людей. А ведь впереди их ждет свой девятый вал. Будет ли стихия к ним снисходительна? Кажется, что сейчас они думают именно об этом. Дорога до берегов реки Ай была уже не такой беззаботно веселой. Впереди их ждет неизвестность. Ай – одна из многочисленных горных рек Южного Урала. Ее длина 550 километров. Нрав у нее тихий, но иногда все же проявляется суровый уральский характер. Первый раз мы не знаем как. Да, страшно. Но интересно, любопытно. Так как все-таки холодно, 12 градусов, и страшновато замерзнуть. Очень страшно. А теперь короткий инструктаж. Безопасность прежде всего. На катамаране по технике безопасности запрещается передвигаться стоя, только на четвереньках.
С катамарана нырять не разрешается. Надо запомнить их такими, какие они были. Надо еще в вашу сторону, чтобы камыши не запутать. Оказалось, чтобы управлять катамараном, нужна сноровка. Сначала лодки ну никак не хотят слушаться. И словно заколдованные плывут в другую сторону. Через полчаса мучений ситуация наладилась, и тогда они дали волю эмоциям. Берега реки Ай очень живописные. За каждым крутым поворотом новый пейзаж. Горные обрывы сменяют изумрудные березовые рощицы. То здесь, то там приветливо встречают путников желтые кувшинки. Мен өзім де ай бойында туып өстім. Шуның үшін бұл güzellikке мен бала шақтан ғашықмын. Мұнда шундай табиғатның саф матурлығы, сафлық, güzellik қарап тұйғысыз. Без недоразумений все же не обошлось. Один из катамаранов имел все шансы пойти ко дну. Но инструкторы вовремя пришли на помощь, за что и были отблагодарены вполне по-татарски. Пить чай во время сплава. Такому удивились даже опытные инструкторы. Но наши девочки, как настоящие татарочки, в любую минуту готовы встретить гостей. Ближе к финалу они так разошлись, что устроили пусть не парусную, но все же регату. И вот он, долгожданный финиш. Целый мешок рыбы поймал во время сплава, представляете? Вот такой я везунчик. Болят руки, спина, все болит. Ноги. Мы представляли, конечно, реку бурлящую, где нас будет заносить. Нет, спокойно все. Мы стали цельной слаженной командой на катамаране. Научились вместе грести почти одновременно и в конце концов управлять этим катамараном. Это очень красиво, незабываемо. Маршрут завершился на знаменитой Майской поляне. Здесь словно соединилось все, чем богата уральская природа. Саткинский край, он считается вот таким вот самым-самым, потому что именно здесь сосредоточены все туристские объекты и все виды туризма присутствуют. Хотите сплав, пожалуйста, есть горная река, есть озеро. Хотите горным туризмом заняться, есть горы. Кстати говоря, самая высочайшая точка Челябинской области находится именно в Саткинском районе. Хребет Нургуш, высота которого составляет 1406 метров. Первое испытание завершилось. Пора бы и отдохнуть, но они уже мечтают о новых горизонтах. А интересно, никто скалолазанием не хочет заняться? Это следующий этап. Его держат пока в секрете. И ведь точно в воду глядели. Впереди татарочек ждут горы. Теперь каждая участница конкурса «Татар кызы» может смело сказать: стихия воды покорена. Ты согласен со мной, Руслан? Конечно, наши девочки просто красавицы. Их воле к победе и силе характера можно только позавидовать. Умнички! Вперед к покорению новых вершин. Не сомневайся, мы сможем покорить любые вершины. Сау булыгыз! За смелость, находчивость и волю к победе жюри конкурса поощряет дополнительными баллами Нафису Гарееву, Камилу Кулдыбаеву и Равилю Хайрзаманову. Этих девчонок можно смело брать в разведку. С ними не пропадешь. Смотрите в следующем выпуске программы. Суровые условия походной жизни. Кто еще не знает, как поставить палатку? Ночные посиделки у костра. И долгая дорога в горы. Смотрите нас каждую среду и субботу на телеканале ОТВ.